Все происходило в этом неприметном доме, который для маленькой Аиши оказался домом ужасов и пыток. Впрочем, всю картину произошедшего должно восстановить следствие. Едва не уберегли девочку. Вся Ингушетия болеет за вымученного ребенка. Аишу прооперировали и сегодня транспортировали в Москву в НИИ доктора Рошаля. Хочу сказать огромное спасибо всем преподавателям, которые наделили нас навыками, знаниями. Сказать спасибо университету за тех друзей, которые стали для нас семьей. Они знают толк в учебе. Торжественное вручение красных дипломов сегодня прошло в главном корпусе ИНГУ. Все компьютеры, все экраны, все подключены, все у нас гостиницы забронировали для судей, для спортсменов. Уже завтра Ингушетия примет открытый чемпионат Северокавказского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Сегодня годовщина самой кровопролитной баталии за всю историю Великой Отечественной войны – битва на Курской дуге. Мы дополнительно взяли продукцию на проведение лабораторного анализа, чтобы достоверно подтвердить заключение нашего нитрата-тестера. Вкусные, но пока опасные для жизни. А вот в августе арбузы и дыни может продегустировать каждый. Расскажем об итогах рейда Роспотребнадзора. Добрый вечер. Это новости 24. Главная новость сегодняшнего выпуска – это спасение маленькой Аиши. Девочку перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Рошаля. Накануне ночью в Республиканской клинической больнице в Ингушетии ей сделали сложнейшую операцию по сохранению верхней конечности. Состояние ребенка стабильно тяжелое. Напомню, девочка была госпитализирована с множественными травмами. Ее привезла родная тетя, как оказалось, мучительница малышки. Сейчас с этой женщиной работают правоохранительные органы. Зелимхан Калоев с подробностями. 2-3 дня не бывает. Вот смотрите, на них какие. Вот это что? Это укус, походу. Вот это укус. Эрцертяху. Шокирующие кадры. На теле маленькой Аиши нет живого места. Многочисленные раны, ожоги, ссадины и даже укусы. Искалечила ребенка родная тетя. Несмотря на сильные и ноющие боли, девочка улыбается медикам, ведь все самое худшее уже позади. В окружении врачей детской республиканской клинической больницы, кажется, немного забывает о том, сколько всего пришлось пережить. Поворачивайся, спинкой повернись. Айша, сок хатерзал? Шоколад посмотри отсюда, вот это рубцы все. Это За эту ночь сразу несколько врачей бились над тем, чтобы сохранить малышке руки. У девочки гангрена верхних конечностей. Аиша оказалась сильной не по годам. Операция по восстановлению кровоснабжения верхних конечностей прошла успешно. Девочка, как поясняют врачи, в стабильно тяжелом состоянии. Ей еще предстоит полный курс реабилитации и дальнейшее медицинское обследование. Операция была достаточно сложная, трехэтапная была операция. Тромб был в плечевой артерии. Хирурги выполнили все возможное на очень хорошем высоком уровне. Мы находились на постоянной телеконсультации с ведущим хирургом, травматологом страны и также с самим Леонидом Михайловичем Рошалем. И, в принципе, их рекомендации были учтены. Все, что было сделано по всем правилам, по всем клиническим протоколам, стандартам, которые в данном случае выполняются при этой ситуации. На самом деле давность травмы уже, конечно же, не позволяла выполнить легко в один этап операцию, поэтому трижды удаляли тромб. Но сейчас кровоток частично восстановлен, циркуляция восстановлена, сейчас уже визуально рука лучше, конечно, и температура кожного покрова, и руки, конечно же, меньше отек. Да, есть положительная динамика. Со слов врачей, маленькую Аишу в больницу на жалобы в области рук привела тетя. После увиденной картины медперсонал сразу принял решение изолировать женщину от ребенка и незамедлительно начать оказание первой медицинской помощи. Как отмечает главный врач детской республиканской клинической больницы Магомед Башир Балаев, ребенок общительный и располагает к себе. Ребенок очень адекватный, добрый, он тянется к людям. И
каждый раз, когда ты к нему приходишь, она с такой надеждой смотрит на тебя. И когда ты начинаешь общаться с ребенком, ты видишь, насколько ребенок любит жизнь, любит людей и насколько она привязана. Той же ночью в больницу прибыли и сотрудники Совета Безопасности. По всем статьям всевозможные строгости применить все находится под контролем. Глава республики Курсивы, пока под контролем. Личность женщины, той самой родной тети, которая и избила Аишу, уже установлена. Ею оказалась уроженка города Сунжа Макка Ганиева, или, как ее окрестили, Кровавая Макка. Подозреваемая ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. По ее версии, девочка упала в яму. Но когда возник вопрос про ожоги, женщина придумала другую историю, что девочка якобы упала в кастрюлю с горячим борщом. В больницу Аишу женщина не отвела. Народными способами пыталась вылечить сломанные руки. Вот только как? Непонятно. Ситуацию обсуждает общественный совет города Сунжа. Все обеспокоены случившимся. Почему раньше, может быть, не заметили? Но видите, дело в том, что эта семья, она как бы пришлая. И в связи с тем, что у нас все семьи, которые у нас имеются, они всегда у нас имеются в списках по местной администрации и по городу. Эта семья, она как бы снимала жилье, и, конечно, мы не смогли уследить. На учете органы опеки и попечительства они у нас не состоят. То есть вы не знали ни об этой девочке? Нет, мы не знали ни об этой девочке, ни об этой семье. Никаких сведений. Но они, получается, малоимущие, да? Они не обращались? Не обращались. Как малоимущая семья, как, не знаю, неблагополучная семья. Не обращались, никакое заявление не поступало. На учете они у нас не состоят ни по одной программе. В этом небольшом съемном домике больше года и проживала Аиша вместе с тетей, ее мужем и двумя родными детьми Макки Ганиевой. Вопиющие случаи невиданной жестокости, побои, гематомы, отеки. Следы воспитания родной тети девочки, которая официально не являлась опекуном, просто не могли остаться незамеченными. Все происходило в этом неприметном доме, который для маленькой Аиши оказался домом ужасов и пыток. Впрочем, всю картину произошедшего должно восстановить следствие. Сейчас на двери замок, и если вина будет доказана, под таким же замком останутся и садисты. Для соседей случившееся стало новостью. Ничего подозрительного все это время они не замечали. Криков девочки никто не слышал. Они играли на ده أخيس حق أخيس عفوا شيفو سجر يا قمر ديك سجير سبير ديال خش خلريش يرج إيتي دعبو قلتو مش بيغ بعيا كوبوك حتى تني حاج يعني يرج إيسو ديك خيترس زياد عقول تسك أنكي وبغبط يعني ليك يس هاي إيتي دعبو قر يا أخي تيتي مش بيغ بعيا ليك أنكي تحنو موت تسوي بدي А смотри, чих, так, мышцы нормально видите состояние? سيجي يا أخي. Да, да. اسكت أشبه أشوف سنتك تعب حاجين ترسوا حكي كان عيار. أحبير الشدة كحاول تصير اشتيرتي جيو خجرتي أقرأ. أير جمالي شيء بتغنى ما حد يحكي. هذا ترك شو مش قاعد بازر يجداج شو في أول يجري. تو يعني تحسب وأكره بتاعك ما عندها سمي ديس так сказали. Ну, это временами тащику машин, ташхур, хабят, вот сидели они там, и мужики, и там какие-то голоса, и ее голос. Что, хули, как тебе сказать? Сун, аздергу, религию ушла. Нет, конечно. Конфликт, халхам, фандats. Хейндалари, ебаргейна, издя. То есть ребенка обидно девочку просто, вы не видели? Америка, лагова, видели? измудхам халф, халхам дышу, на самом деле.
За что расправлялась с 7-летним ребенком родная тетя, по отцу остается загадкой. Жестокие побои стали поводом для возбуждения уголовного дела. Следственной группе предстоит большая работа по установлению всех обстоятельств дела. После медицинского обследования будет известно, страдает ли женщина психическим расстройством. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. За совершение данного преступления предусмотрено наказание сроком до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительнице города Сунжи, которой доводится ей тетей по отцовской линии, и в семье которой ребенок проживал в городе Сунжи Республики Ингушетия. При производстве следственных действий по уголовному делу подозреваемая свою вину в совершении преступления не признала, отрицает свою причастность к его совершению, заявила, что ребенок пострадал в результате падения в яму. В настоящее время подозреваемая задержана по подозрению в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Особо хочу отметить, что в ходе предварительного следствия планируется дать правовую оценку действиям лиц, которые незаконно распространили в соцсетях и мессенджерах видеозапись, на которой изображена потерпевшая. За незаконное распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Чуть позже в больнице объявилась биологическая мать Аиша Ажиговой. Как поясняет женщина, девочку у нее забрали. Тетя, да? Тетя, как известно, ранее была судимой, да? Тоже за телесные повреждения. Да? Расследование уголовного дела продолжается. Правовая оценка будет дана и действиям органов опеки и попечительства, а также родителям за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Избиение ребенка собственной тети наводит ужас и не оставляет равнодушными жителей республики. Все желают малышке одного – скорейшего выздоровления. دوك أتقش مش قد موخن حمدر زين بيرد بغداد قصخنا حمد دك دال خلخت شي بيردوشن داشي دز ماشول تيجا وصلنا خا يقي خلوج غلغاش حتى بيت يقي خلوج في درجش داحي دوزج ده قرقلونش يوخكش ده اسمه حماش لورديش ده سوق خاتش سوم تيشايرت أحلق إزبار ديتشو ودي خدات غلغاش تقيان دالشي إمان ولت قرقلش نياخ إزدا اسمه حمد يادوج سكسون خاتسن فديد تسن دال إمان سودو أقلت تيجي قال بيزن برسه دينل دوجي جي تغنت انترنت رولكش كيجي فوتوغرافيش كيجي زلورج مربيخ كش صبرتش دواش صبرحج دوك ديلخ حتى تسندينلا برحجة أحت ما أسجي خدات ستيبا دينو اسمه بال لوجي اشت حتى شي بيزمي الكحوقش تيجي دالشي могешь мярч лилиус. Учитывая вообще уклад и устой жизни, наши традиции, насколько у нас должны относиться с пониманием и добротой к старикам и детям, то на самом деле случай вопиющий, и до сегодняшнего дня мы вообще не пришли еще в себя. Я знаю многих людей, которые просто ночью даже не сомкнули глаз, переживая за эту девочку. И естественно, я осуждаю этот случай, эту ситуацию. И хотелось бы искренне, чтобы действительно человек получил наказание. Кто бы это ни был, тетя или просто посторонний человек. А девочке, конечно, желаем здоровья, чтобы она стала таким же полноценным ребенком, каким была. В таком маленьком теле так много силы, доброты и стойкости. Испытав на себе такие муки, малышка продолжает верить в добро и охотно тянется к людям. А ну тащите мороженое сюда, Айша. Ай, я вот в этой кише, да? О, моя девочка, моя хорошая. Зелимхан Калоев, Рина Тичоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Состояние 7-летней девочки соответствует срокам и объемам проведенного накануне оперативного вмешательства. Об этом днем на встрече с ВРИО главы Ингушетии Махмудали Калиматовым доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения Зарема Альянова. Также она сообщила о том, что к вечеру ожидается прибытие бригады врачей, направленных Департаментом здравоохранения Москвы для проведения осмотра и определения условий транспортировки ребенка на лечение в столицу. Состояние ребенка стабильно тяжелое. Оно соответствует периоду послеоперационному, который по объему операции и имеет место быть. Сознание ясного ребенка, на осмотр она реагирует, болезненно реагирует. Конечно же, боли в правой руке сохраняются. Положительная динамика есть, но сказать, что она очень такая большая динамика, пока не можем. Там были проблемы 3 сосуда больших: плечевая артерия, лучевая и локтевая. Трижды пришлось удалять тромбы из сосудов, входить в сосуды. Наши хирурги блестяще отработали. Уже... У нас, можно я вас? Да, скажите, все, я понимаю, что вы принимаете все меры, для этого и вы доктора. И у меня другое. Значит, сегодня у нас сил, специалистов, оборудования, специальных средств хватает, чтобы этого ребенка, исключить у этого ребенка потерю тех или иных фактически вчера мы не рассматривали вопрос транспортировки ребенка. Этот вопрос стал уже, когда подключились структуры, там клиника Рошаля уже стала включаться в процесс. Наши доктора просто работали. Они рассчитали свои силы, они решили, что они сделают объем операции, который и могут сделать. Вначале стоял вопрос ампутации конечности, но мы этого избежали. Конечность сохранили. Значит, вы избежали, и есть надежда, что ампутировать их не будут, да? Значит, скажите мне конкретно сейчас, что нам нужно сделать и необходимо, если это зависит от руководства республики, чтобы этого ребенка, необходимость, она, я так понимаю, есть, переправить, направить его, транспортировать его в Москву, в клинику. Необходимость сегодня объясняется тем, что в ближайшие... Нет, мы уже решили этот вопрос. Мы вопрос практически сейчас, мы ожидаем приезд бригады врачей, это так и должно быть, от Департамента здравоохранения Москвы. Они их смотрят, осматривают, определяют условия, кислород, там какие-то носилки устанавливают в борт, и определяемся уже как и куда мы уже определились. Сопровождение врачей. Реанимационная бригада, все, что необходимо у нас есть. Мы все это выполним на уровне. Просто в интересах ребенка возможны какие-нибудь осложнения послеоперационные, и лучше будет, если ребенок будет находиться в такой руководство республики, все, что нужно от нас зависящее, мы будем способствовать. Вы знаете, что делать. Зарема Султановна тоже знает, что делать, да? Держите в курсе администрацию. И незамедлительно, если необходимость есть, напрямую меня информируете. Сопровождала малышку при переезде в Москву уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия Зарема Чехиева. Ей руководитель региона Махмудали Калиматов поручил в дальнейшем оптимизировать методику мониторинга качества жизни детей Ингушетии. Мною предложено прокурору проверить все отделы, численность детей, законность регистрации их, ответственность попечительских органов опеки районах, городов. Значит, у нас выявилась вот такая беда по Ажиговой Айше Исаевне. Но надо тщательно вникнуть во все проблемы детей. Отныне информацию, какую потребуется, включайтесь, прокурор сообщил, что проверку им направлено, и сплошную проверку провести в этой части, информацию. И вы должны владеть информацией, сколько детей, где они проживают, статус родителей, зарплата родителей, социальная помощь какая-либо получается, не получается.
в каком они в здоровом виде, нездоровом виде, то есть, может быть, они ограничены способностями или что-то еще, может быть, им ранец не хватает в школу пойти, или на каникулы никуда их не вывезли, или путевку им надо дать или не дать, здоровье у них плохое, хорошее. То есть вы про детей должны знать, как мать знает про своих. Для этого и есть. Если вам не хватает людей, я вам добавлю их. И я должен знать всю картину, полностью, состояние опекунства в республике. И сегодня же вечером в 18:40 девочку в сопровождении реаниматолога перевезли из Ингушетии в Москву. У трапа самолета их встречали медицина катастроф и представители Минздрава России. Напомню, 7-летнюю пострадавшую под свое крыло взял детский доктор мира Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Никто не может сказать, какой прогноз, но сейчас некоторые у нас есть утешительные прогнозы, уже небольшие шансы, но, по крайней мере, в такой клинике, в которую мы ее отправили, мы думаем, что эти шансы возрастут. К другим темам. Сегодня в Ингушском государственном университете чествовали лучших выпускников. Более 30 бакалавров и специалистов получили красные дипломы. Не забыли и про труд активистов, их также наградили почетными грамотами. Обо всем подробно расскажет Амина Бокова. Химико-биологический факультет. Цуроева Лена Руслановна. Торжественной колонной молодые юристы, филологи, медики, историки, программисты. Все те, кто в течение нескольких лет учебы трудились и получали знания, выходят на ковровую дорожку. В зале родители, а на сцене профессорско-преподавательский состав вуза встречают отличников бурными овациями. Получить заветный красный диплом готовится и выпускник юридического факультета Ибрагим Султыгов. Еще на первом курсе начинающий юрист поставил себе цель – закончить вуз на одни пятерки. Дело тут не только в дополнительных бонусах при устройстве на работу. Главным мотиватором для Ибрагима стали родители. Я старался не стыдить своих родителей перед своими коллегами, так скажем, будущими, перед преподавателем и непосредственно не стыдиться перед самими родителями. Так. И на протяжении всех этих 4 лет были определенные трудности во время учебы, но мы благополучно с этим справились. Основываясь на том, что я закончу юридический факультет, буду стараться устроиться на работу в правоохранительных органах. По традиции, перед вручением долгожданных дипломов к ребятам обращаются преподаватели, родители, почетные выпускники университета. Диплом. Та красная книжка, которую вы сегодня получите, это счастливый момент вашей жизни, который даст вам возможность себя проявить во всех хороших делах. Я сердечно приветствую вас, дорогие выпускники, дорогая золотая молодежь Ингушского государственного университета. Счастья, здоровья, благополучия. Сегодня одновременно веселый и грустный праздник, ведь ребята прощаются не только с учебой, но и с однокурсниками, друзьями и другими прелестями студенческой жизни. Даже те, кто продолжит учебу уже на магистратуре, понимают, как раньше уже не будет. Начинается действительно взрослая жизнь. Буду больше всего, конечно, по друзьям, которых мы здесь обрели, по преподавателям, по сессии скучать будешь? Да, я буду скучать по сессии, потому что это на самом деле самый веселый период в жизни каждого студента. Тем временем на сцену выходят солисты студенческого танцевального ансамбля. Сегодня у них не просто выступление, а проводы одной из солисток. Она тоже получила диплом бакалавра. Ансамбль существует уже многие годы. Просто данный состав сформировался около 2 лет назад. Я сама вступила в этот ансамбль на 2-м курсе, как только начала вливаться в жизнь студенчества, в жизнь университета. Настал самый волнительный момент для всех собравшихся – торжественное вручение дипломов. Подготовив камеры телефонов и затаив дыхание, родители в ожидании, когда же их чадо получит заслуженный диплом.
сегодня очень волнительный день для меня. У меня выпускница химико-биологического факультета, моя девочка Цуруева Лейла Руслановна. Я от всей души поздравляю всех выпускников, дорогих учителей. Большая благодарность всем родителям, которые воспитали таких хороших детей. Вместе с дипломом ребята получат и такой памятный сувенир. Маленький выпускник, который всегда будет напоминать о родном вузе. Я знаю, что вот у моих детей, они хранятся уже 5 лет, как окончили университет, хранятся с такой ностальгией, они вспоминают свои студенческие годы. Не только круглые отличники в центре внимания, но и активисты университета, которых награждают почетными грамотами за участие в студенческой жизни. Руслан Аушев отличился не только участием в различных конференциях и научных семинарах. Год назад он спас тонущего мальчика в море. Услышал крики, что там помогите, спасите, и забежал во двор отеля, гостиницы, и увидел, что на дне бассейна лежит ребенок. Ну и прыгнул, вытащил его, и после этого понял, что он вообще без дыхания, без каких-либо признаков жизни. Ну и начал там оказывать первую помощь, искусственное дыхание, начал давить на него, и в течение 3-4 минут он пришел в сознание. Грустно сегодня не только выпускникам, но и преподавателям. За их плечами не одно поколение воспитанников. Но каждый раз отправлять в свободное плавание уже бывших студентов становится еще сложнее, рассказывают педагоги. Каждый учащийся становится для них действительно родным человеком. Хочу пожелать выпускникам удачи, конечно. В любом случае, сегодня мы чествуем отличников. А так мы наблюдаем динамику, конечно, к увеличению отличников, но тем не менее мы уже ужесточаем свои требования к нашим выпускникам, потому что они должны быть профессионалами в своем деле. Красный диплом – заветная цель любого серьезного студента. Ведь многолетний труд и упорство в будущем вознаграждаются гарантированным трудоустройством. Амина Бокова, Султан Булгучев, Новости 24. Сегодня годовщина самой кровопролитной баталии за всю историю Великой Отечественной войны – битва на Курской дуге. Она продолжалась 49 дней и ночей. Тогда состоялось самое крупное танковое сражение в истории. В нем участвовали около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. В битве принимали участие больше 200 наших земляков, в их числе старший лейтенант Ахмед Суров, гвардии капитан Султан Беков, капитан Сафарбек Плиев и многие другие. После завершения битвы на Огненной дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжила освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции. Арбузы и дыни появились на прилавках магазинов и вдоль дорог. Ранние бахчевые из года в год становятся причиной отравления жителей. Надо подождать до августа, советуют в Роспотребнадзоре. Сегодня сотрудники провели рейд по торговым точкам, организованным вдоль трасс. Многие предприниматели допускают одни и те же нарушения. Отсутствие документации, подтверждающей качество и безопасность пищевой продукции, непрохождение продавцами медосмотров, а также отсутствие ценников на реализуемом товаре. Жаридат Халухоева продолжит эту тему. Начало июля. Внимание, покупатели на торговых точках уже привлекают арбузы и дыни. Считается, что сезон бахчевых – это август, но любители сочных ягод ждать не собираются. Между тем, региональный Роспотребнадзор предупреждает о возможных негативных последствиях после употребления бахчевых. Ранние арбузы опасны для здоровья и могут стать причиной отравления. Надзорные органы проверяют торговые точки на наличие документации, разрешающей продажу бахчевых. Постановление главного санитарного врача о усилении надзора за данной продукцией. Ну, это каждый год. Ежегодно нами проводится эта работа. В связи с этим необходимо вам иметь лабораторное заключение. Это вы сами представьте? Да. Вот мы сейчас нашим нитратотестером проверили наличие нитратов. Наблюдается превышение. Да. Для того, чтобы утвердить данное заключение, нужно проведение лабораторного анализа данной продукции. В основном полосатой ягодой торгуют прямо вдоль трассы. Товар у всех на виду, поэтому и разбирают лучше. Желание заработать сильнее, чем запрет на подобную торговлю. Даже через кожуру арбузы могут впитывать большое количество соли и металлов, которые есть в выхлопных газах. Как итог, количество нитратов больше допустимого в каждой второй ягоде. Мы сейчас смотрим по местам, но для этого нужно лабораторное заключение, чтобы сразу скажешь, да? Сразу он показывает, но чтобы подтвердить данные результаты, обязательно лабораторное заключение нужно. Опасно.
Превышение наблюдается в многих местах, наблюдается превышение. В связи с этим мы дополнительно взяли продукцию на проведение лабораторного анализа, чтобы достоверно подтвердить заключение нашего нитратотестера. То есть вот такие мероприятия нами проводятся, они проводятся регулярно в соответствии с тем, что есть постановление, как я ранее сказал, санитарного врача по усилению надзора, и мы будем в дальнейшем проводить данные мероприятия. От такого сомнительного удовольствия стоит воздержаться, советуют в Роспотребнадзоре. Но если же вы решились, полезно знать некоторые нюансы. Продукты, реализуемые на рынках и ярмарках, можно продавать только после проведения экспертизы с выдачей свидетельства установленного образца, которое должно быть предъявлено покупателю по первому требованию. Нужно лабораторное заключение, чтобы подтвердить безопасность. У вас не требуют эти документы? Документы у вас должны быть по-любому. Справка о лабораторной экспертизе – главный документ, который должен быть на руках у всех продавцов. И вот третья по счету точка. Никаких бумаг о качестве бахчевых у предпринимателей нет. Но, как выявил сегодняшний рейд, безответственность наблюдается не только у продавцов, но и потребителей. Сопроводительные документы они особо и не требуют. Для этого есть у нас комиссия, торговая комиссия. Они должны обходить, спрашивать, отмечаться аркетс. А салат, он астраханский ягод. Астраханский арбузу еще нету и скоро не будет. Вообще астраханский сорт. Они созревают в лучшем случае в середине августа. Это августовские, сентябрьские арбузы. А то он написал, хочешь верь, хочешь нет, твои проблемы. Между тем, часто можно наткнуться на неестественно большие арбузы. Есть вероятность, что их обрабатывали раствором нитратов, что и дает такие результаты, предупреждают специалисты. Для здоровья это совсем небезопасно. Нужно понимать, что бахчевая продукция, она может быть завезена из других регионов. То есть там, где больше солнца светит, там, где она быстрее созревает. Нам нужно наличие документов. То есть если данный продавец, он готов реализовывать эту продукцию, он должен получить лабораторное заключение и иметь необходимые навыки реализации данной продукции. То есть данная продукция, она не может быть реализована, то есть раскинута навалом как-то, либо реализовываться под прямыми солнечными лучами. Уже в лаборатории первое впечатление от ягоды обнадеживающее, но внешний вид оказался обманчив. После проведенного химического исследования выяснилось, нитраты превышены. 2% завышения было. Норма вообще арбузов 60. Конечно, нитраты, если в завышенном виде мы будем их очень много употреблять, конечно, они будут вредно влиять на наш организм, так как это химикаты. Мы вводим химикаты, чтобы увеличить продукцию, чтобы она побольше была. И за счет этого этот химикат идет в наш организм. Конечно, оно большой вред дает нашему организму и нашему иммунитету. Грозит ли предпринимателям штраф и изъятие товара, станет известно уже после всех экспертиз. Самый пик продажи бахчевых еще впереди, поэтому такие рейды станут регулярными, чтобы на стол потребителей не попал ни один просроченный или незаконно завезенный продукт. Жарадат Хулухоева, Джамилял Тамасханов, Новости 24. Сегодня в аэропорту Магаз встречали триумфатора первенства Европы среди юношей по дзюдо Адама Цычуева. Терминал аэропорта был заполнен родными и близкими спортсмена. Юный и скромный, его победа еще одна гордость республики. Напомню, первенство Европы среди юношей по дзюдо проходило в Польше, где собрались лучшие спортсмены, лидеры в своих государствах. Нашему земляку пришлось выложиться по максимуму. Я первый номер мирового рейтинга, первый свободный ерсисват, эшца епқа ераз. Соперник ждек бар благодаря. Цыч Польша дадахлят хай Поричи ахш Хорватии сборыш ханертха учебный тренировочный сбор. Вот цыч дик тренировка, дик айгадр, дик подготовленный был уже хаурс. Халлер сват кштикер. Это седьмого дахека португалс. Результат, который показал Адам Цычуев, это для нашей республики очень хороший результат. Последние годы у нас по юношам не было результата, а уже среди взрослых у нас и призеры мира, и олимпийские чемпионы. А вот последние несколько лет
по юношам у нас результата не было. Ну а уже завтра, 6 июля, в Дворце спорта «Магаз» имени Берда Ивлоева в Назране стартует открытый чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин в 10 весовых категориях. На соревнования ожидается приезд порядка 250 дзюдоистов из 7 субъектов Северного Кавказа. Во Дворце спорта уже все готово к началу турнира. Схватки пройдут на 3 татами, а зрители на трибунах смогут наблюдать за спортсменами благодаря 4 большим экранам, установленным в центре зала. Руководство спорткомплекса позаботилась о том, чтобы все прошло на высшем уровне. Мы все подготовили, у нас все готово уже. Все компьютеры, все экраны, все подключены. Все, у нас гостиницы забронировали для судей, для спортсменов. Вот сегодня день приезда, вот сегодня они начинают заезжать уже по гостиницам. Пункт питания будет, для зрителей будет, и для судей, и для спортсменов. У нас все организовано, все готово. Турнира будут разыграны 7 комплектов медалей. Ингушскую школу дзюдо представят около 50 спортсменов из различных клубов республики. Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, будут награждены дипломами и медалями, а также получат денежное вознаграждение. Лучшие спортсмены из первой шестерки в каждой весовой категории получат путевки на чемпионат страны. Начало соревнований в субботу в 10:30, а торжественное открытие состоится в 15:00 по московскому времени. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.